Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире передача «ПФР сообщает», и с вами я, начальник управления Пенсионного фонда в городе Канаш, Петрова Ольга Михайловна. На телестудию и к нам поступают много вопросов о деятельности Пенсионного фонда. Один из них – почему при оставлении работы доплаты у пенсионеров получаются разные. Хочу сказать, что в первую очередь доплата зависит от размера пенсии и от того, сколько индексаций человек пропустил, пока осуществлял трудовую деятельность. Пенсия выплачивается без индексации у нас с 1 января 2016 года. А тема сегодняшней нашей передачи – материнский семейный капитал. И со мной в студии сегодня руководитель группы социальных выплат Дорничева Светлана Николаевна. Здравствуйте. Программа материнского семейного капитала начала действовать с 2007 года. С 1 января 2007 года семьи, в которых появился второй или последующий ребенок, могла воспользоваться средствами материнского капитала. Размер материнского капитала составлял первоначально 250 тысяч рублей. По 3 направлениям можно было израсходовать эти средства. Это приобретение жилья, обучение детей и накопительная часть пенсии матери. В последующие в этот закон вносились изменения. Так, например, с 2016 года средства материнского капитала можно направлять на приобретение товаров для реабилитации детей-инвалидов. С 2018 года средства материнского капитала можно направить на ежемесячную денежную выплату. В Чувашской республике более 93 тысяч семей получили сертификаты. 59% из них уже воспользовались этими средствами, на что было потрачено более 27 миллиардов рублей. В рамках реализации послания президента Российской Федерации Федеральному собранию, которое состоялось 1 марта 2020 года, был принят новый федеральный закон номер 35, который расширил круг действия программы материнского семейного капитала. А именно, расширен круг получателей материнского капитала, увеличена сумма материальной поддержки и введены новые возможности использования средств материнского капитала, а также продлено действие этой программы. Срок действия программы материнского капитала продлен до 31 декабря 2026 года. А вот то, что касается дополнительных мер государственной поддержки на первого ребенка, Светлана Николаевна, расскажите более подробно об этом. Впервые право на материнский семейный капитал могут получить семьи, в которых был рожден либо усыновлен первый ребенок. Размер материнского капитала в таком случае составит 466 617 рублей. Также право на материнский семейный капитал появилось у мужчин, которые являются единственными усыновителями первого ребенка, если решение суда об усыновлении этого ребенка вступило в законную силу после 1 января 2020 года. Светлана Николаевна, размер материнского капитала на второго ребенка и условия получения сумм. Для семей, в которых в 2020 году появился второй ребенок, либо был усыновлен второй ребенок, сумма материнского семейного капитала увеличивается на 150 тысяч рублей. В таком случае размер материнского семейного капитала составит 616 617 рублей. Такая же сумма полагается тем семьям, в которых родился третий, четвертый и последующий ребенок, если право на материнский семейный капитал у них до 2020 года не возникло. То есть, например, первые двое детей были рождены до 1 января 2007 года, когда вступила в силу программа «Материнский семейный капитал». Семьям, в которых второй ребенок родился в 2020 году и которые уже успели оформить сертификат, сумма будет изменяться в автоматизированном режиме, без заявительном порядке. Уведомление об изменении суммы будет направлено заявителем почтой. Информацию о повышенной сумме материнского семейного капитала можно будет также узнать в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда Российской Федерации или на портале госуслуг, а также сделав запрос в клиентские службы Пенсионного фонда. С 15 апреля вступает в силу проактивное оформление сертификатов на материнский семейный капитал. Что это означает? Это означает то, что в беззаявительном порядке информация о рождении ребенка поступает в пенсионный фонд. На основании сведений СНИЛС, которые имеются в пенсионном фонде, на основании данных
хранящихся в Едином государственном реестре, записи актов гражданского состояния, а также сведений, содержащихся в Единой государственной информационной системе социального обеспечения, Управление Пенсионного фонда принимает решение о выдаче либо об отказе в выдаче сертификата. Данные об оформлении сертификата фиксируются в информационной системе Пенсионного фонда, а также будут направлены матери в личный кабинет на сайте Пенсионного фонда либо на едином портале государственных услуг. Заявительный порядок оформления сертификата сохраняется в тех случаях, когда ребенок был усыновлен, потому что информация об усыновлении имеется только у родителей данного ребенка. Также заявительный порядок сохраняется семьям, в которых дети были рождены за пределами Российской Федерации. Кроме того, семьям, в которых ребенок появился до 15 апреля 2020 года, также нужно будет оформить заявление путем обращения в Пенсионный фонд, либо через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда, либо через МФЦ. Светлана Николаевна, 35-й федеральный закон предусматривает изменения в направлении средств материнского капитала на улучшение жилищных условий. Вот что вы здесь можете сказать? И на что нужно обратить внимание? Следует обратить внимание на то, что отменено обязательное оформление нотариального обязательства в случае купли-продажи жилого помещения для оформления этого жилого помещения в собственность всех членов семьи. Но при этом жилье в обязательном порядке должно быть оформлено на всех членов семьи. Данная обязанность закреплена в законодательном порядке. Кроме того, у нас произошли изменения по направлению средств материнского семейного капитала на строительство жилого помещения на дачном участке. Вводится новое направление расходования средств материнского семейного капитала – это строительство жилого помещения на дачном участке. От заявителя требуется прежде всего документ о праве собственности на данный земельный участок, а также разрешение на строительство на данном участке. Какие изменения произошли на использование материнского капитала на погашение кредитов? В целях сокращения сроков направления средств материнского семейного капитала на первоначальный взнос или на погашение кредита появляется возможность подать заявление на распоряжение средств материнского капитала непосредственно в банк, в котором этот кредит будет оформляться. В таком случае заявителю нет необходимости посещать два учреждения, заявление будет подаваться в один орган. Хочу отметить, что предоставление данной услуги, погашение кредита через банк, не обращаясь в Пенсионный фонд, будет реализовано после заключения соглашения между банком и Пенсионным фондом Российской Федерации. Светлана Николаевна, и одно из главных изменений – это ежемесячная денежная выплата. Семьи, в которых второй ребенок родился после 2018 года, имеют право на получение ежемесячной денежной выплаты. Эта программа действует у нас с 1 января 2018 года. С 2020 года период получения ежемесячной денежной выплаты увеличен в 2 раза. То есть теперь эту выплату можно получать до достижения ребенком 3-летнего возраста. Сумма ежемесячной денежной выплаты с 2020 года составляет 9541 рубль. Среднедушевой доход семьи на каждого члена не должен превышать 20 268 рублей. Хочется отметить, что в большинстве случаев средства материнского капитала используют на улучшение жилищных условий. Из 27 миллиардов рублей, которые были использованы у нас в Чувашской республике, 25 миллиардов было направлено на улучшение жилищных условий. Но в последнее время учащается использование средств материнского капитала на образование детей, независимо какой по счету ребенок и независимо от формы собственности образовательного учреждения. И всего 4 заявления было подано на использование средств материнского капитала на накопительную часть пенсии матери, одно в том числе по городу Канаш. 7 апреля 2020 года подписан указ президента Российской Федерации о дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, который предусматривает выплату 5000 рублей на каждого ребенка в возрасте до 3 лет, если такое право у семьи возникнет до 1 июля 2020 года. То есть я хочу сказать, что согласно этого указа выплата в размере 5000 рублей на каждого ребенка будет производиться в течение 3 месяцев. Это апрель, май, июнь. Обратиться с таким заявлением можно только электронно до 1 октября 2020 года.
В настоящее время мы ожидаем программу для реализации названного выше указа. При возникающих вопросах можете обращаться по телефону 2 12 31, это телефон горячей линии, по телефону 4 67 75, это телефон руководителя группы социальных выплат, через сайт Пенсионного фонда и на портале государственных услуг можете получить все консультации. На сегодня все, дорогие телезрители. До следующих встреч.